вообще такой форум, кто послушает эти мнения. И там сейчас придет несколько человек, 10-15, которые именно занимаются Россией. Es war jetzt nicht möglich, einen Vortrag dort zu machen, aber ein Fachgespräch mit Spezialisten, und das hat Auswirkungen. Это очень важно, вот что мы там были, это имеет большое влияние на работу, чтобы это приняли. Damit erreicht man sozusagen die ganze Fachspezies in Deutschland, die auch gegenüber der Regierung Expertise gemacht wird. Все такие специалисты, которые тоже для таких информации правительства, на таком уровне, как специалисты. Von dort aus fahren wir in den Bundestag, in den Bundestagsbereich so, und haben dann ein Gespräch mit Kollegen meiner Fraktion und mit Gerd Weißkirchen, der auch gemeinsam mit eingeladen ist. Ich weiß nicht, wie es zustande kam. Он сам не знает, почему она именно требуется сейчас на публичное беседование, но это единственный депутат Бундестага, который жила раньше в ГДР, и она большая русская. И там мы не надо, чтобы это очень долго. Dann ist das ist nicht unwichtig, weil das ist die Partei von Fischer in dem Kontext. А это здесь потом мы будем приглашать. Извиняюсь, сейчас пресса может быть позвонит, извиняюсь очень. Morgen Abend. Hallo? Hallo? Morgen Abend ist die Hallo? Deutsche Basisgesellschaft, Ja. also ist Ecke auch moderiert, eine öffentliche Да. Veranstaltung. Да. Und ich würde dann vielleicht Да, сейчас это не могу, можно это другой день делать. Надо сейчас, это очень большое политическое мероприятие. يقوى الجاري فيتو أحمد قاعد شخينا دين شرح تقع مسيت إنجلس بتشعب قاعد دانيا سوتشيش إشت تقع وين مثلا دولش دنيا نفوش خارج وقاسق الشقاق قاعد حيزينا إذا كنت شيت بيزن خلص عاش ويريك بتشعب قبل خلقه شو وقت وين قيم قلارة بوخش لوحة دنيا يقر سيدو يوم قاستا دي إشت وقن تسرتا وي مخ خلوش لاش دوش والله قي تسرتا وين لوش أور وين بيد يعدوش أور دال مغرى قي تحي بيرك بخيلوش أور إشت والله قي هندر بلاحة تجارة واسقي شاي بيخ لا مش بيتن عشتاس وي مسو أور وي مسو هلقلا قاستن политика стацевита шайнга дош алку стацевита алжу елш полуш قاستنا سيغا شاين خل يشن بحندوش كونو قاستن تحبو يلوش سونديلا تغنا هدح حبسنا سلط حقيش مخ ارو على الدر رجل مسو اور سقدلح ميخلا اشولا دلح ميلا قيرمي ومدو سوشينا يوغا تاريلي وقت حوزو يشيلش درق زنديا مسو أول شو قاعدنا البوف كوس قيد قاعد مشارع غير بليدك شق تانا دام وعليل بروفانس تحيا ديك في الوش ساعة ستان بوش نيل حوزو بوش يسكوس حق عشنا قاست نيل هالوي وبقول يوقش برشاتي جرماني سقيقن خلر يحر إشت أفيتسال وبليدك قيقن خلر بوندستاغ وشيز بروتوكول سقيقنا ويس دوق عنقية تشخيل يزشتو إشت وين مثلا بيركتي بيجي حقهم غير دوال بيشلو ولا مو تحي بيركتي. آمين. К большому сожалению, с каждым днем продолжения этой войны оно все приобретает именно вот эти окраски. Вот это самое печальное. Сначала вот этот вопрос. Было требование было требование друг Путина вас выдает нам. Да, знаете, все-таки я понял одно. Пока что еще, что сохранилось в европейских структурах и в Европейском Союзе, это
это еще каким-то образом блюсти те законы, которые существуют. Меня в Англии выдали не потому, что Блэр был меньший друг Путина, чем Шредер, а потому что вот перед законами и Блэр, и в том числе и я, который находился под экстрадицией, были одинаково, у нас были равные, скажем так, условия, да, и поэтому вот где господствует закон, там всегда можно смело находиться. И я не думаю, что Германия каким-то образом или правосудие в Германии менее зависимо, чем в Дании или в Великобритании. Когда вы были последний раз в Чечне? В 2000 году. В 2000 году, я где-то в марте месяце меня, собственно говоря, вынесли. Я не покидал Чечню. Он все время находится на территории Чечни и на территории, которая не контролируется оккупационными войсками России. Он здоров? Он здоров, великолепно чувствует себя, очень уверен в том, что весь этот кошмар закончится, и что российские войска будут вынуждены покинуть Чечню. Он руководит сопротивлением, причем организованным сопротивлением. Практически работает, да, в условиях подполья, но работают все структуры власти, которые были им организованы. Война в Чечне очень тесно связана с властью Путина. Какую роль, вы думаете, этот чеченский фактор, скажем так, будет играть на президентских выборах в России? Как он играет на эту карту, Путин, я имею в виду? Кстати, безусловно, приход к власти Путина сопряжено именно на волне чеченской войны, на античеченской истерии, с которым пришел Путин. И он имел колоссальную поддержку российской общественности. Нужно понимать одно, да, что Путин пока что пользуется поддержкой того сословия российского общества, которые заражены имперскими вирусом, да? Великодержавным шовинизмом, великодержавностью, та публика, которая сегодня его поддерживает. Я думаю, что в отрицательном отношении события и продолжающаяся война в Чечне, и те жертвы, которые каждый день имеются, они не скажутся на Путине, потому что это именно тот менталитет, и вернее та часть общества, которая вот без этих вот всех кошмаров, которые я вам говорю, практически не представляет и не мыслит Россию. А те демократические силы и те ростки демократического общества, которые были еще заложены вот после развала СССР, они практически сегодня вытаптываются. Полный контроль над средствами массовой информации, полный контроль над бизнесом, над капиталом. Практически Путин за эти 4 года, благодаря вот попустительскому отношению, даже где-то поддержки Европы и европейских стран Запада и Европы, установил в России авторитарный режим, который в обязательном порядке перейдет к тоталитаризму. Не сразу, да? Он вот так, поэтапно. Он сначала заговорил только о референдуме, послушал, какая реакция будет в Европе. Вроде бы ничего, да? И потом он решил его провести. Потом то же самое с выборами. И вот сегодня уже он считает, что он политический процесс завершил в Чечне, и теперь дальше уже полностью ответственность должна ложиться на его марионетку, на его ставленника Кадырова. То есть, и это одна сторона, как бы попытаться уйти от ответственности за все эти 4 года и те страшные преступления, которые совершены в Чечне, ответственность возложить только на Кадырова. И с другой стороны,
упразднение вот этой должности по правам человека, или же наличие вот такой должности уже как бы косвенно подтверждает, что в России или в Чечне нарушаются права человека, чего очень Путин не хочет, да? Поэтому упразднением вот этой должности, как и все бывшие чекисты решали, да, нет человека, нет проблем. Нету такой должности, как по защите прав человека. Значит, нет проблемы с правами человека. Вот именно из этих позиций он и упразднил эту должность. Вот эти два момента, которые я хотел бы отметить. Ситуация сейчас очень странна, потому что даже Запад дальше не наблюдает на прав человека в Чечне. Союз Европы имел постоянную делегацию, но все-таки Лорд Джад там был. И что вы оцениваете позиции Европы насчет Чечни? Можно говорить об отсутствии какой-либо позиции. О позиции говорить сложно, потому что ее нет. Крепче его обнять. Каждый старается заверить его в своей дружбе и своей искренности. Но самое главное, эти лидеры европейских стран, которые сегодня практически поступаются теми, все это происходит. В 1995 году, в разгар Первой российско-чеченской войны, Россию приняли в Совет Европы. Этот шаг определил то, что происходит сейчас. То, чего практически не представлялось даже возможным, да, и никто, наверное, в Европе не предполагал, что страну, которая ведет колониальную войну, она может стать членом вот этого клуба, это произошло. И тогда нам европейцы и лидеры европейских стран объяснили это, что это они сделали для того, чтобы влиять на Россию. Чтобы им было проще влиять на Россию. Вот тот день, когда это озвучили, Джахар Дудаев, покойный, первый президент Чеченской Республики, он сказал, что вот с этого дня Европа стала внутренним делом России. И, к большому сожалению, мы это и наблюдаем. После этого развязали вторую войну. То, что сегодня происходит с Россией. Давайте оставим Чечню, саму Россию возьмем. Полностью подавлены демократические силы в самой России. Полностью разрушены те наметки создания гражданского общества. Путин создал управляемую демократию, еще как бы апеллируя к терминам демократическим, что демократические реформы будут безусловно продолжены. Это, знаете, исходит из того, что Путин всегда говорит, что Чечня будет решаться политическими методами, да? Вот этот референдум, вот это избрание так называемого президента, по-путински это политические процессы. И контроль над СМИ, контроль над бизнесом, буквально Генпрокуратура стала инструментом для расправы с политическими оппонентами, но Путин это называет демократическими реформами. Вот это демократия по-путински, а в Чечне то, что происходит, это политическое урегулирование тоже по-путински. И все это происходит, в общем-то, в Европе. И все европейские лидеры сегодня просто спокойно наблюдают за всем этим, думая или будучи уверенными, не знаю, что это вот там и остановится. Не остановится. Оно перейдет эти границы, которые сегодня определены Путиным или же нашими европейскими лидерами. Его может использовать кто угодно. Потому что этот человек уже внутренне готов к тому, что ему дальше нет смысла жить. И этот человек не видит света в конце тоннеля. Потому что Путин говорит, что все закончилось, а эти люди знают, что ничего не закончилось. Они знают, что то, что происходит сегодня в Чечне, оно не может дальше долго продолжаться. Но люди не в состоянии выносить это. И они для себя определяют, как рассчитаться со своей собственной жизнью и кого еще с собой прихватить. Это большая беда. Но это проблема, которую просто необходимо решать и решить только путем мира, путем переговоров. То есть, остановив войну, можно избавиться от всех этих проблем.
У Путина, скажем, очень хитрый аргумент. Он говорит, что вот, свои действия в Чечне – это борьба против терроризма и против исламизма. Какую роль играет религия в вашей борьбе? Хорошо, давай просто вы сами коснулись этой темы, что Путин как-то увязывает, да? Вот чекисты, они вообще мастера увязывать чеченскую проблему с какой-то международной проблемой. Вы знаете, Сталин в свое время, в 1944 году, когда принял решение о поголовной депортации чеченцев, нас увязал с нацистами. За сотрудничество, за поголовное сотрудничество с немцами, с фашистами, за это поголовная коллективная ответственность всего народа. Да? Будучи истинным последователем Сталина и чекистов, Путин определил другую категорию. То есть сегодня у международного сообщества есть проблема с терроризмом. Да? И Путин пытается увязать нашу тему вот именно с международным терроризмом. Знаете, ничего в наших отношениях не изменилось. Меняется форма, но не меняются методы, которыми уничтожают чеченцев. Вот на протяжении всех этих последних нескольких веков вот именно меняется форма, методы не меняются. Вот таким образом идет уничтожение, планомерный геноцид чеченского народа. И, конечно, у Пушкина, по-моему, есть, я рад бы, ну там относительно, кто-то хочет обманываться, да? Вот он и может себя обманывать тем, что Чечня связана с международным терроризмом. Международные правозащитные организации, вот вчерашний доклад Human Rights Watch, да, очень четко дана оценка тому, что там происходит. Это не я говорю, это не вице-премьер Ичкерий Закаев, который ведет свою пропаганду, да? Это авторитетная международная правозащитная организация. Относительно не я, это говорят сами русские и журналисты, и демократы, которые сегодня видят, к чему они пришли. Это тоже не моя пропаганда, это реальная картина, которая сегодня есть в России. А то, что сегодня Запада, лидеры Европы и Запада не хотят увидеть то, что делает сегодня Путин и в России, и в Чечне, это, я уверен, аукнется большой бедой для всех и для всего мира. Надо без сборов? Ecke, wir müssen los. Kannst du nicht auf den Rand? We have to leave. We have to leave.